ну уж совсем, скажем, не по-татарски будет, не ищенкильдегас. Это вот у меня, например, из лексики не то, что в гости кому-то приехали, к друзьям, к родственникам, а приехали в город по делам. И вас там из приличия, просто ради приличия в гостинице спрашивают. Да, не ищенкильдегас. Зачем приехали кильдегас? Киллерга приезжать, прибывать. Ну, раньше принято было в командировку, значит, я в командировке приехал в командировку, там командировка кильдем. Можно просто отвечать командировка и все. Вот у нас принято исанмесес, я сказал исанармесес, а саламатлигыс ничек. Саламат — это здоровье. Саламатлигыс ничек. А можно иногда забудешь саламатничек. И тоже можно покороче, чем вот мучиться так запоминать саламатничек. А потом постепенно можно освоить. Это как драгоценный камень, по мере там прошествия времени его как-то гранит. Вы отграните, уже будете говорить саламатлигыс-ничек. А так можно саламат-ничек. Вот у казахов есть замечательная традиция, даже дети их подходят и массу вопросов задают. Как, мол, семья, как и у нас у татар есть, но не у всех, к сожалению. Гайлягыс-ничек. Гайлягыс нихальда. Гайлягыс зурма. Гайля — это семья. Гайля. Гайлягыс нихальда. Как поживает ваша семья? Вот у нас, живя среди казахов, говорят шаршадык. У казахов шаршадык, у нас у татар там шаршадык, а в Татарстане и вообще правильно говорят орадык. Вот спрашивают гости: Юлдабик армадыгызмы? Юлдабик армадыгызмы? В дороге не сильно устали? Вы не очень устали с дороги? Юк, нет, юк. Рахмат, спасибо. Юк, армадык, не устали. Рахмат, спасибо. Вот мне пишут с Узбекистана братья. Говори по-татарски. Аңлыйбыз, да, у нас тоже вот говорят. Я немного понимаю по-татарски. Мин татарша брас аңлыйм. Еще говорят тишинам. Мин татарша брас тишинам. Ну все, конец этой части.